Ну, я подошел к двери, хочу дверь открыть. Замок не открывается, ключ. Начал, толкать. Смотрю, дверь теплая. Прислушался, что-то там, как щепки как будто трещат. Думал, дверь подожгли. Квартира Сергея сгорела полностью. Спасти смог только документы и ценные вещи. Рассказывает, под утро услышал шум из подъезда. Решил выяснить, что происходит, но не смог. У его двери полыхало пламя. И все пути эвакуации были отрезаны огнем. Как мог, стал будить соседей. Было около 4 часов утра. Подошел, к окну быстренько через окно ходил, вылез. Тут уже из подъезда полностью огонь выходил. В подъезд уже не зайдешь. И вот соседей разбудил. Спасали всех. Он из решетки мужика ключи ему дал. Он открутил решетку, кое-как вылез уже. И детей со 2-го этажа тоже спускали. Прибывшие на место пожарные спасли 12 человек. Жертв и пострадавших удалось избежать. Из горящего здания огнеборцам пришлось эвакуировать людей через окно. Другого пути не было. Вся лестничная площадка была охвачена пламенем. Межэтажные перекрытия в доме бетонные, но лестницы в подъезде деревянные. От огня она сильно пострадала и может обрушиться в любой момент. Но беспокойство за свое имущество было сильнее страха, и некоторые жильцы спустя несколько часов после тушения пожара с большим трудом добирались до своих квартир, расположенных на 2-м этаже. Некоторых жильцов в момент пожара не было дома, и они не знали, что произошло, и не представляли, что могло стать с их жильем. 14 квартир закрыта, посмотрите. Вот это? Да. Закрыто. Она обгорела сильно. Не могу знать, что сейчас вскроют. Да у меня ключи есть, зачем? Да? Конечно. Вы были дома? Не было, никого дома не было. Огнеборцам потребовалось чуть меньше 2 часов, чтобы полностью справиться с пламенем. В результате пожара, по данным управляющей компании, сгорели лестничная клетка, 2 квартиры и чердак. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Мы будем восстанавливать во 2-м подъезде места общего пользования, то есть это будет непосредственно лестничная площадка, то есть лестничный марш между 1-м и 2-м этажами. Будут восстанавливаться непосредственно квартиры, то есть заполнение окон, то есть будем вставлять оконные рамы в те квартиры, которые выгорели. То есть будет нормализовываться непосредственно жизнь снабжения дома. Дом был построен в 1960 году. Капитальный ремонт здесь сделали 13 лет назад. Как говорят соседи, они живут в дружной и спокойной обстановке, и таких инцидентов не припомнят. Из-за чего произошел пожар, пока неизвестно, но рассматриваются 2 версии – поджог и неосторожность при курении. Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112.